нашем регионе сформирована мощная и дружная команда активистов. Телемост Симферополь-Махачкала. На связи руководитель Дагестанского молодежного патриотического общественного движения Амитхановцы Лаура Курбанова. Очень хочется, чтобы о подвиге дважды Героя Советского Союза, легенда советской авиации Амитхане Султане знало как можно больше людей. Так, в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского проходит вечер воинской славы «Имя достойное памяти». Это открытие цикла мероприятий, посвященных столетию со дня рождения легендарного летчика Амитхана Султана. Показать его характер, показать его работу, показать его дружбу между народами. А это уже кадры из сюжета детского телевидения «Взлет». Юные журналисты подготовили видеоматериал о жизни крымского сокола в Жуковском. Именно в этом городе Амитхан Султан работал летчиком-испытателем в летно-исследовательском институте. Улица Амитхан Султана на карте города Жуковского появилась в 1971 году. Позже на доме номер 1 была установлена мемориальная доска в память о летчике. Послушать о боевых подвигах и узнать о малоизвестных фактах из жизни заслуженного летчика-испытателя собрались представители Министерства культуры Крыма, творческая интеллигенция, школьники и читатели заведения, а также те, кому посчастливилось лично знать Амитхана Султана. Взгляд такой спокойный, уверенный. Человек, легенда. Лимара Сейджемилова рассказала гостям мероприятия о случайной встрече с летчиком асом в далеком 1965 году. Тогда она с родными отдыхала в Крыму. Специально поехали в Алупку, чтобы сделать фото у бюста Амитхана Султана. И в это время кто-то из моих родственников, они уже взрослые люди, увидели Амитхан Султана, сидящего на скамеечке. И они говорят: так вот он и сам здесь. Пойдемте, подойдем к нему. И подошли к нему. А там сидел Амитхан Султан, его жена. И вот когда они стали с ним разговаривать, общаться, в это время, значит, я стояла в сторонке и смотрела за ним, что такой человек, герой, в общем, все известные. И в такой простой форме одежды. Снимками из жизни дважды Героя Советского Союза поделился и читатель библиотеки Мухаммед Нагашев. Эти фотографии попали к нему из личного архива родной тети Амитхана Султана. Вот у меня в руках карта Амитхана Султана. И на экране тоже, да. Где он учился, воевал, сбивал самолеты. Амитхан Султан за боевые заслуги получил множество государственных наград. Я скажу словами трижды Героя Советского Союза Ивана Никитича Кожедуба. То, что сделал Амитхан, хватило бы на десятки летчиков. И на самом деле, вы понимаете, такие личности, как Амитхан Султан, приходят в жизнь. Если не в 1000, то 100 лет раз. А это ученики 5 класса 44-й школы имени Алими Абдынановой. Называют их «Соколы Амитхана». Я думаю, что это будет достойный отряд будущих летчиков, гражданских, правда, которые надолго сохранят в памяти и в душе то, что они именно соколы Амитхана. Да, Балла? Да? Да. Вниманию гостей представили книжно-фотодокументальную выставку «Амитхан Султан. Славный сын крымской земли». А студенты кафедры изобразительного искусства КИПУ имени Февзи Якубова презентовали свои картины. Куратор проекта – председатель Ассоциации крымско-татарских художников Ирфан Нафиев. Давайте поаплодируем им. Да. В библиотеке объявили детский конкурс творческих работ «Путеводная звезда» Амитхана Султана и проведение читательской конференции «Амитхан Султан. Герой-легенда». Еще готовят к изданию библиографический указатель о жизни и деятельности летчика-испытателя. Амитхан Султан! В завершении вечера в небо запустили воздушные шары, как символ мирного неба над нашей страной. Отчасти оно такое благодаря великому сыну крымско-татарского народа, дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана. Айша Шулакова, Максим Турчев, телеканал «Миллет».